В Грозном на футбольном матче между болельщиками команды «Зенит» и команды «Ахмат» произошла массовая драка. Футболисты прервали игру, чтобы разнять разбушевавшихся фанатов. Очевидцы происшествия утверждают, что конфликт начался в перерыве между первым и вторым таймом. Фанаты «Зенита» сняли майки, чтобы поддержать любимую команду. Болельщикам «Ахмата» это не понравилось. Слово за слово началась драка. К началу второго тайма побоище все еще продолжалось. Это заметили вышедшие на поле футболисты. Они прервали игру, чтобы угомонить позволивших себе лишнее болельщиков. После того, как драка была остановлена, игроки вернулись на поле и продолжили матч. На этом наш выпуск пошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, в стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей. Наступает волшебная пора чудес и подарков. И кондитерская пекарня «Сладкие мечты» готова воплотить в реальность самые волшебные идеи новогодних тортов. Звоните, заказывайте. Новые фильмы, новые номинации, новые победы. Не пропустите. Новогодний декор, елочные украшения – все для встречи самого волшебного праздника. Organics Home, торговый центр «Атлант», первый этаж. За каждым великим открытием стоит цепь случайных событий. Тысячи экспериментов, годы проб и ошибок. Но главный изобретатель — природа. Мы заставим ее выдать все секреты. Главное открытие нам подсказала наша планета. Впервые живая лаборатория откроет все свои тайны в новом экстремально-познавательном шоу «Знаете ли вы что?». С 19 января на РЕН-ТВ. Каждое событие имеет причины и последствия. У каждого преступления есть имя и фамилия. Неожиданных катастроф не существует. Детали иногда важнее события, а громкие заявления не стоит воспринимать буквально. Есть дешевые ценности, есть просроченные новости, а самое важное, иногда никто не замечает. И наша с вами задача проста: понять, что, собственно, происходит с точки зрения нормального человека. В воскресенье в 11 вечера на РЕН-ТВ. Это новости экономики в прямом эфире. В студии работает Нургуяна Иванова. Минфин и Минэнерго России обсуждают вопрос субсидирования железнодорожных тарифов